Потянулись, улыбнулись и настроились на прием позитивной информации. С вами студия 11. Здравствуйте! Мы неустанно пропускаем через себя океаны полезной информации, чтобы отыскать настоящие медиа-жемчужины. И вот что попало в наши сети на этот раз. Кроватки для детских фантазий. На чем полететь или поплыть к Морфею? Танцуя жить и жить танцуя. Евгения Кладкевич заглянула в класс хореографии. Детство – это такое особенное время, когда фантазия может унести тебя на своих крыльях в любой момент. Когда обычная лужа превращается в бушующее море приключений, а крыши дворовых гаражей становятся площадкой для отработки каскадерских трюков. И так здорово, когда родители создают для своих непосед творческую и позитивную атмосферу. И проявляться это может даже в обыденных и привычных вещах. Вот вы помните свою детскую кровать? Стандартная, одноместная или максимум диван, скажете вы. А между тем, этот предмет мебели может стать необычным проводником в мир детских фантазий. Ну как не почувствовать себя капитаном на таком корабле? Или смелым пиратом на быстрой бригантине? Ну а на этом самолете даже папа захочет взлететь. Девочкам однозначно понравится засыпать во дворцовой башне или роскошной карете. Ну а в таких многофункциональных кроватях будет сладко спать и весело играть. Хочешь, с горки катайся, хочешь, скалолазание осваивай. Вот эта мебель похожа то ли на русскую печь, то ли на новомодные отельные капсулы. Ну а в веселых паровозиках одна дорога в Хогвартс. Отдельная категория детских кроватей – кровати-домики или чердаки. Их обожают дети самого разного возраста. Лично я для себя выбрал бы вот такую кровать – белый роскошный лимузин. Однозначно это мой вариант. Впрочем, какой бы формы ни была кровать, главное, чтобы она была безопасной во всех смыслах. Именно такие делает герой нашего следующего сюжета. Человек, который смог перевести свою любовь к дереву из хобби в полноценную занятость. Каждый родитель хочет, чтобы сон ребенка был крепким и здоровым, потому матрасы и постельное белье проходят тщательную проверку. Покрывала, простыни и подушки обязательно из натуральных материалов, а матрасы для детей преимущественно не жесткие и с органическим кокосовым наполнителем. Тщательному отбору подвергается и каркас спального места. Михаил знает это не понаслышке, сам отец, и в какой-то момент он решил, если хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Вот так и началась новая история его жизни, где главный герой, он сам, столяр. У меня у самого есть двое детей. Я не очень хотел, чтобы они спали на кровати из ЛДСП, и клей, и формальдегиды или что там, какие-то непонятные вот эти вот все. А тут экологические, чистое дерево. Все, и больше ничего лишнего. Доски для кораблей капитанов сонного плавания сделаны из сосны, скрепляются все части саморезами. Вот такой простой состав у готовой кроватки. Но эта простота спросом пользуется, да еще каким. Тут, конечно, Михаил должен сказать спасибо сарафанному радио. Потому, когда увлечение вышло из разряда хобби и стало приносить немаленький доход, наш герой решил, что пора расширяться. И заключил социальный контракт. Про социальный контракт я узнал вообще совершенно случайно, где-то серфя по интернету. Случайно нашел, думаю, что за социальный контракт. Обратился в соцзащиту, и там мне объяснили, как я его могу получить, что для этого надо сделать. Какие надо документы, какой надо составить им тоже небольшой бизнес-план. Но в свободное плавание Михаила отпустили не сразу. Для начала его отправили на учебу в бизнес-инкубатор. Там наш герой научился составлению бизнес-планов и основам маркетинга. Плюс перенял опыт у специалистов в сферах психологии и бухгалтерии. И, конечно, самое приятное. Михаилу была выплачена субсидия в размере 250 тысяч рублей. На эти деньги приобрел новую циркулярную пилу, вытяжку, шлифовальный и сверлильный станок. Соблюдая условия контракта, сумму субсидий потратил до конца. Но на самом деле классно. Надо вот это вот все дело развивать, потому что чем у нас будет больше таких вот самозанятых или индивидуальных предпринимателей, это же от этого все выигрывают. Государство, то есть они получают с этого налог, и сам человек выигрывает, это и рабочие новые места, и вообще это развитие, на самом деле, это идет большое развитие, потому что засидевший даже я на работе, 13-15 лет работал, то есть, уже все, уже развития нету. А тут очень классно развиваешься, вообще все здорово. В планах Михаила отточить до идеала мастерство изготовления детских кроватей и лишь потом осваивать другую мебель.
Интересную фразу сказала когда-то писательница Джейн Остин. Кто интересуется танцами, тому ничего не стоит влюбиться. Покивайте, если согласны с этим высказыванием. Соглашусь с ним и я, потому как любой вид искусства делает нас лучше, а в случае с танцами еще и здоровее. О пользе хореографии моя коллега Евгения Кладкевич, которая и сама не прочь закружиться в вихре танца. Дворец творчества. Здесь творится та самая танцевальная магия, а еще уже 30 лет работает Наталья Виноградова, легендарный для республики комик-хореограф, очень талантливая женщина. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот расскажите, как начиналась ваша личная карьера танцовщицы, хореографа? Как это было? Я сама начала заниматься танцами, изначально у своей матушки, народная артистка Коми Республики. А потом я занималась в Сигутке в ансамбле. Руководителем у меня была Наркевичус Надежда Михайловна. Она до сих пор преподает, до сих пор учит деток. А потом, после окончания колледжа культуры, тогда он назывался Культпросвет училище, я создала свой коллектив на базе пединститута, тоже тогда он так назывался. Был создан студенческий коллектив. И впоследствии этот коллектив называется «Фаэтон». И вот в одном из своих интервью вы сказали, что танцевать может абсолютно каждый. Главное все-таки думать, главное думать и трудиться. Это очень значимо. И когда же все-таки деток маленьких родителям стоит отводить на танцы? В каком возрасте? Лучше начинать заниматься в возрасте 5-6 лет. В этом возрасте ребята очень активные, они очень позитивные, они очень жадные до каких-то новых знаний, для своих новых каких-то достижений. Так, я тогда предлагаю пройти вот сейчас к ребятам и посмотреть все-таки, чем они занимаются и как вы проводите занятия свои. Давайте, пойдемте. Я вижу, что здесь совсем маленькие детки. У вас минимальный возраст у воспитанников какой? У нас самые младшие ребята, это 5-6 лет, сегодня они не с нами. Это у нас 1, 2, 3 класс. Следующий идет возраст у нас 4, 5. И старшая группа 6, 7, 8 класс. И старшие самые это ребята-студенты. Часто вообще тренировки у них проходят? Каждый день и по сколько часов? 3 раза в неделю и 1 ансамбль. Ребят, вам нравится вообще заниматься? Да! По вам видно, с удовольствием, конечно, все делаете. А какие стили танца вы преподаете? Если не для малышей, то для старшего поколения. А в каком стиле вы танцуете, ребята? Хип-хоп. По-взрослому уже. Да, современный танец, джазовый танец, и джаз-модерн, насколько можем себе его позволить. Старшие ребята пробуют себя в новом для нас направлении, это контемпорари или контемп-танец. Посмотрим, что у нас получится. Пробуем всего понемножку, жадничаем, хочется всего. Вот так ритмично мы дошли до экватора программы. Не сбавляем обороты, увидимся через мгновение. Мы снова с вами, и вот анонс нашей второй 10-минутки. Прислушаться к малышу. Как понять, комфортно ли ребенку в садике. Земская почта. 150 лет почтовой службе Коми.
Не так давно шквал негодования в интернете вызвал ролик, размещенный сыктывкаркой, которая стала свидетелем грубого обращения с девочкой в одном из детских садов. Часть инцидента попала на видео. Безусловно, каждый родитель надеется, что в детском саду с его ребенком будут бережны и заботливы, но, к сожалению, случается разное. И тут важно вовремя понять, что происходит нечто за рамками правильного педагогического процесса. Разобраться с вопросом нам поможет психолог Ирина Степанова. Ирина Федоровна, здравствуйте. Здравствуйте, Андрей. Вот как понять, что ребенку некомфортно в детском саду? Здесь нужно разделить возрастные особенности детей. Дети, которые умеют говорить, и дети, которые пока не умеют говорить, дети ясельных групп от 1 и примерно до 2, до 2,5 лет, у которых не сформирована активная речь. Здесь очень важно быть наблюдательным родителю. Дети подают знаки, прежде всего, знаки физиологические. Это может быть нарушение сна, ребенок начинает спать беспокойно, просыпаться, потеря аппетита или вообще отказ от приема пищи или такое ковыряние долгое в тарелке тех блюд, которые он раньше любил. Могут появиться монотипии, такие раскачивания тела ребенком, он таким образом сам себя успокаивает. Может появиться энурез, может появиться энкопресс, то есть он может пачкать штанишки. У детей, которые уже умеют говорить, может появиться заикание, ну и тики. Есть знаки психологические у детей, которые говорить не умеют. Ребенок меняет свое поведение, он становится пугливым, он может бояться даже такого нейтрального шума, могут появиться страхи, он может начать бояться заходить в темную комнату, засыпать один. Может поменяться поведение в сторону агрессии. Это все психологические знаки. Для говорящих детей очень важно рассказывать родителям, в каких случаях ребенок обязательно должен рассказать то, что с ним произошло. Эти темы касаются телесности ребенка, прикосновений к его телу. Нужно родителям объяснять, что тело ребенка неприкосновенно, и есть люди первого круга, которые могут дотрагиваться до него. Это родители, это бабушки и дедушки, родные братья и сестры. И это прикосновение со знаком плюс. Это обнимание, поглаживание, совместные игры. А люди второго круга – это друзья семьи, могут это делать только с разрешения родителей. А люди третьего круга – это специалисты, врачи, медицинские сестры, которые это могут делать только в присутствии родителя. И есть люди совершенно незнакомые, которые не имеют права прикасаться ни в какой ситуации к телу ребенка. Очень важно родителей обучать таким приемам рассказывания, чтобы ребенок, попадая в такую ситуацию, сразу рассказал маме или папе, что с ним произошло. Ирина Федоровна, вот чего стоит делать родителям и чего категорически нельзя? Угу. Ну, если у родителей возникли сомнения, то не нужно от них отмахиваться, нужно обязательно попытаться разобраться. Обратить внимание. Да, да. Первое, что может сделать родитель, это поговорить с воспитателем. Когда родитель узнает, что ребенку было плохо в детском саду, некомфортно, родителю, во-первых, нужно оказать максимальную поддержку, защитить его. Уверить ребенка в том, что родитель разберется и поможет ему. Чего делать нельзя? Первое, нельзя ребенка ругать, обвинять за то, что он, если он уже говорит, не рассказал раньше родителю. Значит, не было у него сил, не было возможностей это сделать. Ребенок находился в ситуации шока, такого замирания. Он сам не мог с этим справиться. Здесь нужно малыша поблагодарить за то, что он доверился родителю. И чего делать еще нельзя, это нельзя оставить ребенка без реакции родителей. В это время родитель может быть охвачен эмоциями и, например, заплакать и уйти в другую комнату, и ребенок остается один на один опять со своей проблемой. В этот момент очень важно ребенка обнять, дать ему максимум тактильности. В этот момент ребенок нуждается в защите, и поэтому очень важно дальше распознавать, узнавать у ребенка, а что там на самом деле произошло. Сейчас мы говорим про то, когда дети уже умеют говорить.
Так хочется, чтобы с нашими детками все было хорошо. Дорогие родители, будьте, пожалуйста, внимательны к своим детям. Ирина Федоровна, большое спасибо вам за беседу, за умные советы, за правильные советы. Спасибо, что пришли к нам в гости. Всего доброго. Ровно 150 лет назад открыла свои двери Земская почта в тогда еще Коми края. Сначала она работала всего в 2 направлениях, в сторону Визинги и Усть-Кулома. Сейчас же нам сложно представить жизнь без почты, ее присутствие даже в самых отдаленных уголках нашей большой республики. Об истории Земской почты узнал больше Северин Арпа. Первая почтовая контора в Усть-Сысольске открылась в 1830 году Вологодским губернским почтовым управлением. Она размещалась на улице Спасской, ныне Советская. Почта сюда поступала 2 раза в неделю из Великого Устюга на лошадях. Почтальоны сопровождали губернскую почту до Яринской и обратно. С развитием территории возникла потребность в расширении возможностей использования почты. Поэтому в сентябре 1870-го члены Земской управы выступили перед собранием Усть-Сысольского уезда с докладом о необходимости перевозки не только казенной корреспонденции, но и частной. И представили проект устава Усть-Сысольской Земской почты. Смета на организационные расходы составила 511 рублей. При пересчете на сегодняшний день более полумиллиона рублей. Решение о ее создании Земским собранием было принято единогласно. Заработала Земская почта 1 февраля 1872. Она разместилась в здании управы на улице Трехсветительской, ныне Коммунистической. Сразу же стал вопрос о том, как перевозить, кем перевозить. Появляется штат почтальонов, и раз в неделю почта из города Усть-Сысольска направлялась в села Усть-Кулом и Визинга. Но был ямщик, была 3 лошадей, и обязательно ехал почтальон. Вот в специальной инструкции оговаривалось, что должен был при себе иметь почтальон. Во-первых, часы. Земская почта, она очень жестко регламентировала, когда, за сколько должно быть доставлено письмо, любая корреспонденция с одного пункта назначения до другого. И вот часы, они нужны были для того, чтобы сверять, вовремя ли они прибыли на станцию или же нет. Ну, кроме того, были специальные сумки, в которых была корреспонденция, и еще почтальону выдавался револьвер. Объем почтовой корреспонденции с каждым годом увеличивался. Почта стала регулярно, без всяких задержек, ходить по всем направлениям уже 2 раза в неделю. Значительно увеличилось число земских почтальонов. В крупных поселениях были открыты особые земские почтовые отделения. Друзья, если вдруг случится так, что вы останетесь одни на необитаемом острове, или судьба забросит вас на Килиманджаро, ну или на нашу Манарагу, вам точно пригодится информация из нашего следующего сюжета. Привет всем! Сегодня я хочу вас познакомить с одним очень полезным узлом. Некоторые из вас могли столкнуться с проблемой, когда у бутылки из-под воды отрывается ручка. Многие спешат купить новую бутылку, либо в поисках ручки. Я рекомендую вам воспользоваться узлом. Итак, как он нам пригодится? Для этого нам нужна веревка в форме петли. Какая именно петля, не имеет значения. Мы делаем на одной стороне петли вот такую вот петельку дополнительную. А дальше важный момент. Здесь она проходит сверху. А значит, вот этот конец мы должны запустить снизу этого. Здесь проходит этот конец веревки снизу, и мы пускаем сверху этого конца веревки. И вытягиваем. Теперь все, что нам осталось, одеть эту петельку на нашу бутылку. И мы получили ручки. Ну и в конце выпуска приглашаем вас в тайгу, пройти по лесной тропинке, поднять голову и увидеть одного из самых красивых обитателей северного леса – пестрого дятла. Надеюсь, я правильно определил птицу, ну если что, орнитологи меня поправят.
Как доволен этот красавец-дятел, такой обед себе добыл. Ну что ж, друзья, мы ваш информационный голод, надеюсь, тоже утолили. Встретимся уже завтра на телеканале Юрган. И пусть этот день в вашем личном календаре будет со знаком плюс. Пока!